Карла Маркса здесь. Якутск. Ротари клуб. Ротари клуб. Прикольно, да? Кто-то замочек успел прицепить. Круто сделано, кстати. Якутск. Ротари клуб. Так, еще показать другие скамеечки. Что-то никто не смотрит. Скамья памяти установлена в день столетия со дня рождения мелодиста, артиста, режиссера, заслуженного работника культуры Якутской автономной Советской Социалистической Республики, отличника Гидрометслужбы СССР Игнатия Игнатьевича Слепцова. Вот. QR-коды. О, 2 человека. Слушайте, кто-то даже подключился. Просто чудеса. Это я нахожусь сейчас в сквере Карла Маркса, посвященный известному автору песеннику Арт-форум. Я вчера тут немножко снял маленький ролик, коротенький шорт. Здесь выступали артисты, а здесь публика сидела внизу и танцевали они, там какие-то танцы были, песни. Короче, весело было вот на этой самой площадке. Здесь это проводятся мероприятия разные музыкального плана. Это у нас Дом дружбы народов имени Кулаковского, город Якутск. Здание еще советской постройки, там когда-то в конце 70-х или начале 80-х его сделали. Оно горело, мощный пожар там был, долго его ремонтировали. А вот это вот новое тут здание. Смотрите, какой тут небоскреб. Возвели 1 лайк. Отлично, спасибо. Все, как меня видно, как слышно. Вот скверик внизу Карла Маркса. Вот. Березки посаженные. Это, по-моему, большой-большой такой дом торговли стал. А вот эти дома их построили позднее. Это очень высокое здание. По-моему, самое высокое в городе. Сколько этажей, я не знаю. Но, по-моему, выше 16 этажей нету. Не считал, не знаю. Вот. Сегодня у нас пятница. В Якутске сейчас время 16 часов 31 минута. Сегодня 26 у нас, да? 26 и 26 градусов на улице сейчас. Очень солнечно, тепло, жарко. Люди вон в шортах, майках ходят. Я думаю, купалка работает уже. Открыли официально. Но там обновили ее, хорошую, красивую сделали. Набережную, купалку на 202-м микрорайоне. Надо будет сходить покупаться, пока у нас солнечные деньки стоят, и пока возможно. Потому что всего лишь тут месяц и все. Потом уже во второй половине июля уже будет мелковато. Река у нас уровень падает, и в августе он уже белеет довольно прилично. Особо и не покупаешься. Поэтому так, что у нас? Смотрите, сегодня 6 июля, смотрите, что будет проходить год единства. Открытие 5-го сезона народного пространства Арт-Атриум. Это было вот 18 июня. Тут у них, смотрите, целое расписание, что было вчера, 25. 5 июня проходил программа к национальному празднику САФ музыкальная. Так, что еще будет? В июле у нас 9 июля 17 день косоворотки с участием ансамбля «Емские бубенцы», «Емская гармонь», народный праздник.
16 июля «Цвет настроения лета», творческая музыкальная программа. Тут все это расписано. Июль, август. То, что в доме Дрожжева будет проходить, какие мероприятия. Так, что, показывает, нет? Так, пишите хоть что-то. Слышите, видите меня? Как? Я чисто случайно решил проверить, как у нас трансляция работает, потому что не мог подключиться очень долго. А тут как-то взяла и пошла. Рисунки вот такие вот здесь интересные. Так, здесь какие-то стенды установлены. Что, сейчас подойдем, посмотрим, что на этих стендах. А, здесь народу. Буряты, тувинцы, корейцы. Когда у них какие праздники проводятся. С этой стороны здесь фотографии. Один лайк. А что так лайков там мало? Казачий. Казачий хор, что ли? Детский. Вот тут они, смотрите, цветочки посадили. Петунии, да, это вроде бы называются. Такие неприхотливые цветки сажают туда сверху. В городе. Они вроде бы и заморозки выдерживают. Короче, особо непритязательны. Армяне, киргизы, таджики. Проживает, наверное, да? Диаспоры каких народов в Якутии проживают, да? Как понимаю. Фотографии соответствующие. Так, вот здесь вот интересно, вот эти ступеньки, да? Сейчас я вам покажу издалека, их раскрасили. Вот таким вот образом. И как будто бы рисунок. Если так смотришь, вот там олени, здесь внизу лошади. Вот так вот. Традиции народов Якутии, богатство культуры. Вот. Совсем вяло растут цветочки-то. Так. Хотя у нас каких-то особых заморозков-то не было, в общем-то. Так, что-то не одного, один человек смотрит. Давайте погуляем с вами. Куда еще мне видать из города Якутска. Трансляцию сделать я не знаю. Сегодня получилось чисто случайно как-то. Улица Дзержинского. Это мы, вот если туда идти, там в центр. В центр выйдем, на площадь Орджоникидзе. Проспект Ленина. Мы с вами немножечко по-другому пойдем. Сейчас вот тут на светофоре свернем налево. Много людей на велосипедах ездят. Хотя и машин у нас тоже хватает. Правильно. Переходит лес с велика, а он кто-то так просто проезжает. Магазин Ремикс. Алкоголь не прещают этих тарахтелок, я не понимаю. Если тарахтит машина, значит что-то с ней не в порядке, я так думаю. Либо специально делают, чтобы шум создавать, а это нельзя в городе.
У меня такие мысли. Так, это мы уже идем по улице Богатырева. Правильно, да? Богатырева. Вот здесь дом. Ой, господи. Дом быта. Дом быта. Пожалуйста, здесь у нас шашлык кулевый. Кондитерская, пекарня, сладкие мечты. Так, почему комментариев-то нету? Совсем что-то слабенько. Не знаю. Никто меня не видит, что ли? Вроде бы трансляция идет. Ну ладно, да, потом приду, посмотрю, как это все. Прогуляемся, пойдем. Ну, давайте. Сегодня у нас пятница, завтра кто работает по пятидневке, выходные дни, суббота, воскресенье. Покажу. Тоже ресторан такой есть прикольный. Вот у них даже тут шатры какие-то, ну, на улице можно сидеть. Как-то лебедь и журавль, что ли? А панда и журавль, господи. Панда и журавель. Такие поставили беседки. Мало того, что у них вот наружная есть, вот это летом работает, которая, да? Из дерева, да? Панда, журавль. Ресторан. И вот еще такие поставили. Там столики внутри. И тут, наверное, вечером люди в основном тусуются. Да, какую-то сделали. Песочек. Солнце палит. Короткое якутское лето наступило. Купаться. Так, это мы на мост. На мост. Губина. Вот оно такое вот озеро. Не знаю, тут, наверное, по-моему, ничего не водится. Так, чайки, смотрите, хотя чайки летают. И же где-то, где рыба есть, да? Что они тут делают? Национальный узор вот такой красивый. Он в вечернее время подсвечивается. И довольно красивый. Вот этот дом шикарный, экстра класса. Сделка идет его. Возвели довольно быстро. Довольно быстро возвели. Называется «Маяк», жилой комплекс. Так, переходим через улицу Губина. Видите, тут уже цветочки вовсю растут. Так, привет. Это какой район? Это город Якутск. Район, это улица Губина, какой-то район. Центр, по сути дела. Так. Так. Вот она, улица Губина. Сегодня пятница, конец рабочего дня сегодня. Впереди два выходных. Обычно в это время довольно много транспорта. Перекресток Богатырева и Губина. Это дискаунтер народный. Раньше когда-то, я помню, тут что-то можно было так более-менее, а сейчас, по-моему, дорого стало уже. Ну и пошли вот дальше по Богатыреву в сторону площади Победы. Самокаты у нас.
пользуются популярностью. Ну, в основном, я смотрю, в основном ездят на велосипедах своих. Очень много в городе велосипедов. Тут, кстати, рядом с этим ЖК «Маяк». Смотрите, сколько здесь этажей, а? Строят еще один какой-то жилой дом, да? По всей видимости. И еще сваи. Еще тоже сваи, тоже еще какой-то дом будет тут построен. Сваи довольно высокие. Метров 6-7, да, вот над землей торчат. Ну, сейчас так любят делать. Как бы под домом площадка для машин. Так, а сколько тут этажей, интересно? Давайте посчитаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 этажей. Я насчитал. Ух, жарко, слушайте, а? Хорошо, я воду с собой взял. Тут стояли такие деревяшечки. Ну, я в свое время успел их поснимал. Так что на канале можете посмотреть, и строят вот такие вот дома здоровенные. Плотность жителей на квадратный метр в Якутске увеличивается очень сильно. Раньше, что там, в частности, уже 500 квартир, 300, 200, да? 500 это слишком много. Я загнул. Школа, вот у них сова, символ мудрости, книга, учение, свет, а не учение, тьма. Кстати, в этом скоты, да, там на торжества. Так. Как раз жарко. Дождя нету, хорошая погода. Каких только нету электротранспортных средств, которые вот ездят на электричестве. Ну, у нас, я даже видел, зимой ездят. Как они ездят, я не знаю. Наверное, как-то утепляют. Аккумулятор-то однозначно не выдержит температуру там минус 40. То есть утепляют довольно быстро, просто подогревом каким, чтобы не остывал. И ездят. Просто чудеса. Вот это дом тут. Смотрите. 5 600 000 новые высоты. Вот тут где-то строится. Не это, не эти. Не знаю. Фу. Так, ну, дошли до улицы. Как у нас? Хабарова, да? Или Богдана Чижика, я точно не знаю. Ну, короче, по-моему, Хабарова уже здесь начинается. Так, нам надо с вами на ту сторону перейти. А с этой стороны здесь институт водного транспорта, институт. Бывшее речное училище. Паруса такие вот красивые. Вдвоем едут. Не положено вдвоем ездить. Подростки. Так, все, переходим. Что-то дорога совсем разбитая. Ну, интенсивно. Очень много машин ездит, поэтому, конечно, с учетом вечной мерзлота, то, что дороги долго не держатся. Не было бы вечной нагрузки, постоянно машины ездят, они такими, видите, волнами, дорога волнами. Хотя, в принципе, ее делали довольно качественно.
Но все равно не выдерживает она. Напора вот такие, видите, здоровые машины ездят. Естественно, они разбивают покрытие. Вот площадь Победы. Памятник героям, вечный огонь. Здесь место гуляния жителей города. Как правило, тут выгуливают детей мамки. Хотя тоже нужно погулять. Ну, тут вообще вот отсюда начинается где-то прогулочная зона. И туда вот по дамбе можно туда уйти. Давайте уж, что уж была не была, дойдемте с вами. Это город Якутск. Привет, что там Семипалатинск. Город Якутск. У нас вечер. Сейчас уже время 16:51. 26-го. Город Якутск. Что там? Ага. Еще украшения с 9 мая остались, сохранились. Сейчас посмотрим с вами, дойдем до, если стрим позволит, не прервется, дойдем до пляжа городского. Посмотрим, открыт он, не открыт. Можно, кстати, перескочить и вон по туда идти. Интереснее даже будет. Да? Хотя, с другой стороны, и тут тоже неплохо идти. Собачек выгуливают. Так, что у меня сильно камера трясется-то? Я просто в руке держу, без стабилизатора, как другие блогеры. И телефон крепят в стабилизатор, специально такое устройство, ручка такая со стабилизацией. И у них там картиночка-то четкая идет, безупречная. Танк Победы 32, да, как всегда там детишки на нем возле него тусуются. У них там типа горки такой, и они скатываются. Такая вот горка. А здесь вот эта вот часть, она сейчас отгорожена дамбой. Поэтому это как бы озеро вот это стало. Вот это озеро. Но там, кстати, Ленские высоты, да? Жилой квартал. Возле речного порта строится. И видно, не знаю, приблизить, наверное. Вот, видно, да? Вот это Ленские высоты, жилой кластер строится. Это речной порт, грузовой терминал. Там же тоже стоят эти у нас Демьян Бедный. Еще такого же класса теплоход, который по линии ездит с турами до Ленских столбов, до Тикси. И еще механик Кулибин есть, да? Ой, пыли-то сколько, а? Там, ё-моё, прям по дороге видно. Но эта улица, она доступна для всех машин, поэтому довольно пыльная. Эти катаются.
Танковая колонна советской Якутии. Ну и здесь вот памятники, да? Композиция такая с памятников. Посвященных солдаты идут. И там мать с ребенком провожают, видать, бойца. Вот здесь площадочка. Тут машинки детские, покатушки. Там вот мороженое, холодные напитки, пожалуйста. Здесь остановка. Там тройка, еще какие-то автобусы останавливаются. Прокат, вот даже такой есть. 30 минут, 1500. 15 минут, 800 рублей. Можно четвером сесть. Ребята приехали, сидят на великах. Вот, отсюда тоже видно. Все работает. Интернет работает на сотовых мобильных телефонах. Это, через него же, с телефона. Поэтому все нормально в этом смысле. Набережная имени Романа Дмитриева. Ее сделали в том году, вроде бы как. Тут специальную, смотрите, для велосипедистов дорожку сделали. Смотрите, вот так идешь по пешеходной, да? Тут, ну как вам, бац, упираешься, так выходишь, и тебя, видали, да? Видали? Прямо выскакивает. Что-то непорядок какой-то. И центр номер 2. Тут хотя бы надо было как-то сделать. Вот видите, я выхожу, и прямо на меня несется этот на самокате. Видите, да? Что-то не то. Это же опасно. Скамеечки тут поставили такие вот красивые. Петунии, да? Ну, они вянут без солнца, конечно, надо поливать. Точно есть. Сейчас еще вечер. Вечером обычно прогревается довольно сильно воздух. Так, поликлиника номер 2. Здесь вот медцентр города Якутска. Завтра, наверное, больше народу будет, если погода не испортится. Здесь будет побольше гулять. Сейчас как бы еще рабочий день, поэтому многие люди просто дома находятся, а завтра будет выходной, и многие, наверное, пойдут, если будет такая же солнечная погода, многие пойдут на пляж. Сейчас посмотрим, какая ситуация у нас с пляжем городским. Так, форвард 82. Привет, привет, форвард. Как у вас там погода? Как у вас настроение? Якутск, город Якутск. Конец пятницы, так сказать. Но очень солнечно. Смотрите, солнце просто пылает. Градусов 30 жарко. По нашим меркам это жарко.
этой набережной всего год от роду, поэтому вот она в таком почти идеальном состоянии. Практически тут даже поливают вот эти цветочки петунии, в горшках повесили. Ух ты, тут даже какая-то лестница. Точно, первый раз вижу эту лестницу. Лестницу сделали туда вниз, смотрите, чтобы люди спускались. Вот она. Видали, да? Тут это такое озеро небольшое. Когда-то тут это была реки, тут этой дамбы не было, вот этих домов не было никаких, тут просто река протекала. Протока якутская была. И город постоянно наводнениями затапливало. Весной, когда паводок, очень часто. Потом построили в 60-х годах, прекратились жилые еще КПД серии советские, вот пятиэтажные. Вот это 112 серии уже более. А там дальше 203 микрорайон, там уже все по-современному сделано. Подземные парковки, подземные этажи. Дошли до памятника. Это памятник личникам. И здесь вот такая площадочка есть. Давайте, кстати, по ней прогуляемся. Повесили вот эти вот лотки с цветами. Ну, цветы надо поливать, чтобы не вяли. Жарко. Сейчас июль у нас самый жаркий в Якутске месяц считается. Где-то до 20, 22, 25, наверное, так. А потом уже август, может быть, и уже и прохладный, такой ближе осенний. О! Смотрите, я кого увидел, сейчас вам покажу. Видно, да? Рыбак сидит, рыбачит, что-то там ловит. Ну, видите, рыбаки. Ну тут да, они, рыбаки, вот тут стоят. Кому лень туда дальше на остров ехать, потому что можно туда отъехать еще. Ну, у кого лодка есть, тем проще. Они просто на лодке на какие-то острова уплывают куда-то и там. Так. Сегодня тут народу достаточно, да, смотрите. Всем привет, привет, привет. Так, уже здесь я вижу что-то машин. Что-то много. Смотрите, сколько здесь транспорта, людей много. Там, кстати, фудкор. Вот здесь вот можно покушать. Зерновой кофе, фастфуд, шаурма, квас, лимонад. Так, нам надо, по идее, туда перескочить, на ту сторону. Вон переход есть. Довольно интенсивное стало движение, кстати, поэтому лучше переходить по переходу. О, люди уже с кругами, смотрите. Все, купалка открыта, значит, да? Так, вот. Городской пляж. Дошел я до городского пляжа. Стою. Так. Самокатов. Тут можно на самокате доехать. Что подростки делают? Тут какие-то аттракционы. Мороженое. Да, или что это? Ага, мороженое. Ой, народу сколько идут, а? Смотрите. Детворы полно. Ну и здесь фудкор. Вот такой вот. Пожалуйста, вам всякая разная еда. Суши. Шаурма. Мороженое. Мишка. Босс. Мясо, лаваш.
Ой, тут видите, все. Кофейня, закуски, шашлык. Короче, вот. Сейчас он тут задействован по полной. Да, люди уже купаются. Я вижу. Кофе. Городской пляж. Его сейчас расширили до... Смотрите, тут все машины припаркованы. Так. Вот сделали здесь плиткой часть вот этой набережной выложена часть, заасфальтирована. Здание администрации, вот эта будка. Что-то мороженое, ничего продают. Общественный туалет. Время работы. Стоимость 50 рублей. Такие вот интересные здесь. Зоны. Сидушки волнами. Ну и вот это вот лето. Лето? Или лето? Лето. Лето. Ах, лето. И кубики. Вот так фотографируют, да? А я мешаюсь здесь. Так, ну что, давайте на пляж. Смотрим, сколько людей. Так, трансляция идет. Интернет плохой, да, форвард? Ну, что поделаем. Давайте я вот так вот просто постою неподвижно, чтобы не дергаться. Видали, да, сколько людей уже на пляже? Ну, тут детский пляж, по сути дела. В основном с детьми, там, взрослые, наверное. Тут и не купаются, я так думаю. А вообще тьма народу. Наблюдательный сапсерв, да, с веслами он плавает. Вот сама дамба, на ней тоже кто-то загорающий есть. Вот, смотрите. Медленно попытаюсь поснимать. Вот, люди. Ну, давайте еще прогуляемся вдоль пляжа. Тут набережная. Недавно тоже ее сделали. Прогуляемся немножко. Делаем прогулочку. Многие, смотрите, на великах тут приезжают, оставляют. Вот как раз это как стоянка велосипедная. Этот забор. Тут раздевалку сделали. Смотрите, переодевалку. Довольно много их тут. Кстати, хорошо. Чтобы долго не стоять, не ждать. Здесь, смотрите, сделали зоны такие, можно посидеть даже. Сейчас. Ну, тут заката у нас не будет. Вот длинные дни. Так, вот здесь вот спуск. Здесь какие-то детские горки, да? Аттракцион. Там я смотрю, в этот пляжный волейбол играют. Вот там что такое это за штука? А, это прокат. Смотрите. Пройдемся. Ух ты, тут даже борцы борются. Это эти сапсерф, да? Сапборды. На прокат даются. Это, чтобы на них можно поплавать, кто умеет.
Ну и здесь зона такая. Ладно, выходим. Туда вот пойдем по набережной. Здесь вот эти горочки есть. Надо было ходить, не было тротуара, и как-то вот так по песку здесь. Потом раньше тут вообще бутылки битые были. Вообще было небезопасно ходить. Можно было ногу поранить себе. Зону вот. Посидеть можно. Тоже еду продают тут прямо на набережной. Горячая, холодная. Все эти мусорки. Там он включили. Поднимемся туда. Мороженое. Мороженое продают. Бутылочка воды для сведения 200 рублей. 0,5. Как в аэропорту. Так что лучше с собой приносить. Помню, там матери ребенка даже. Смотрите. Здорово, да? И, кстати, набережную расширили. Это метров на 50, что ли. Вот тут музыка. Кто-то включил музыку. Еда. Навесики такие. Видать, тут могут кто-то расположиться. Точки продаж какие-то. Еще одна зона посидеть. И вот здесь вот волейбольные сетки натянуты. Берите мячик, так что берите мячик, приходите и вот здесь играйте. Дарить надо, да? Много таких по городу. Так, неправильно иду. Сюда надо идти. Долбить надо ее кулаком. Вот продают различные здесь принадлежности для пляжа. С 10 до 8 работает. Так, тут тоже переодевалка, да? Какая-то. Люди стоят. Так, и что еще у нас здесь? О, смотрите, лежачки есть даже. Ну, вообще супер, да? Ну, какой есть интернет, что прямо. Радуйтесь, что вообще есть стрим. У меня вообще ничего не включалось. О, этот на наблюдательном пункте человек стоит и кричит. Кто правила нарушает? Он там буйки. В эти буйки нельзя заплывать сейчас. Не видно, да? Тут буечки. То есть следят. В основном тут молодежь загорает. Ладно, хорошо стало. Вот. Раньше приходилось по песку тут песочить. Не очень удобно. А сейчас сделали шикарные такие деревянные тротуарчики. Так что ходить можно. Мусорки поставили. Главное, чтобы сами отдыхающие не мусорили. Ну и в конце вот здесь вот спортивные вот эти вот брусья, тренажеры. Там вот еще выше, еще один этаж есть. Туда тоже пройтись. Вот, играют через сетку. Ребята тут уже залезем туда наверх. Тогда поднимемся и посмотрим. И тут, кстати, какая мягкая вот эта поверхность. Такая, как резина, как будто бы. Вот такие вот тут сидушечки. Посидеть, почилить можно. Вот такой вид. Так, давайте сейчас сюда еще пройдем. Здесь сделали вот эти детские качели, всякие лазилки.
Вот до сюда получается. Парк идет, да? Здесь тоже зона. Почилить можно, посидеть. Кстати, тут проветривается лучше, чем там внизу. Уже большой ветерок. Здесь так. Сейчас надо будет сюда, да? С угла. Вот он городской пляж. Город, так что успевайте, приходите. Загорать надо, витамин D. Смотрите, на прокат даются эти саб-доски, сабборды. Можно на них поплавать. Вот, кишмиш. Кишмиш. Ну, такой больше-то на молодежь. Мы куда-нибудь подальше. А вот здесь напротив, смотрите, лодочная станция. Вот она. Если лодка есть, можно на ней ее сесть и куда-то уплыть на остров в том направлении. Люди. Ну что, все, по сути дела, я вам поснимал, постримил. Я хотел сверху снять. Ну, туда можно еще до переправы, на железную дорогу. Так, уменьшаю. Забыл переключиться. Вот здесь сделали тоже новую площадку качели. Почему-то 2 качели всего повесили. Маловато, конечно. Ну и туда вот дорога, там грунтовая, я пойду по ней, не хочу сейчас идти. И здесь вот зона занятия спортом, волейбол. Так что приносите мячики. Здесь можно посидеть. Ну, конечно, все. Тут курение я вижу. Хотя курят. Курят. Ну, спиртное точно здесь нельзя распивать. Что приходите. Лимонадом, водой. Тут охранники такие серьезные на входе сидят, так что если кто-то увидит, что спиртное распивают, конечно, сразу вас схватят и скрутят. Так что без этих всех. Да и сейчас как-то вроде как мода прошла, то море по колено, понимаете, и люди тонут. Особенно в пьяном виде. Так что соблюдайте правила безопасности на воде обязательно. Вот отсюда еще вам панорамку снять. Сколько людей. Вот здесь дошли. Это получается вот верхний этаж, там ниже уже набережная, и там уже пляж. На пляже есть лежаки, тоже даются на прокат. Вижу информационные доски. Самая ПДМ-станция должна сделать забор. Выкачали почему-то всего. Соки, лимонады. Смотрите, ни в какие Канары, Майами, там, Сочи не ехать. Тем более там опасно сейчас. А вот здесь, в Якутске, вполне нормально отдохнуть, но надо успевать, пока теплые деньки стоят, пользоваться моментом и приходить на пляж. Так, все, дошли мы до конца, да, теперь надо вот тут, наверное, спуститься, да? Давайте тут спустимся с вами. Поснимал, постримил, хорошо, удачно. Здесь вот эти вот горки водные, детишки вот купаются.
Ну и вот, ну да, хороший денек-то, солнечный, здесь народу много, хватает. Кто-то носки свои забыл. Можно на велике вот так вот приехать, оставить его здесь, чтобы туда на пляж не таскать. Забор сделали для того, чтобы приковывали здесь переодевалки. Надпись «Лето». Вот здесь вот придете, фотосессию устроите, сфоткаетесь. То, что в Якутске лето. Лето короткое, надо успевать. Надо успевать. Вот она надпись. Красивая такая. Радужные цвета у нее. Здание администрации. Напитки холодные. Хотя сильно холодное нельзя пить. Можно горло застудить. Так что надо такой, как говорится, комнатной температуры. Чистый туалет, я смотрю, платный. Ну и здесь выход из городского пляжа на дамбу. Тут охранники проверяют, если что, надо. Так. Ну и тут еще можно тут подойти сюда к этому заборчику. Вот тут даже, смотрите, стоянки платные, что ли. И вот тут немножечко еще поснимать. Да, что-то, видать, тут платная зона, поэтому можно. Ну, я думаю, цены такие очень демократичные тут. У нас не загибают, как в Москве. Еще по карману. Вот сколько людей. Сколько людей. Вот на досках купаются, плавают. Пожалуйста. Так, ну что, ладно. Все тогда. Постримил я сколько, час целый. Стримлю. На этой, наверное, поставим завершающую точку. В Якутске лето наступило. Пляж работает, приходите, купайтесь, загорайте, пока есть такая возможность. Всего тут нам месяц максимум дается возможность. Это вон аж до туда сидят, до этого, до конца дамбы. Вот там даже люди сидят. Видали, да? Вот далеко. Ладненько, все. Всем пока. Хороших вам выходных. Спокойных, тихих, мирных. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока. Так, как закрыть-то, я уже забыл. Народ отдыхает хорошо. Да, народ отдыхает полным ходом. Вот сидят. Ага, сегодня пятница, конец рабочего дня. Люди пришли и купаются. Тут у нас река Лена. Ну, это протока, она была, когда-то тут протока была, но ее дамбой перегородили в 60-х годах, чтобы город не топило. И с тех пор вот здесь, по сути дела, пляж. Потом намыли вот этот 202-й микрорайон, здесь песка. Это все из песком намыли. С дна подняли реки. И, то есть вот тут все река раньше была. Ну, она обмелялась, да, ну как бы была река. А сейчас вот здесь вот, на этих песках, здесь городской пляж. Работает с июня, где-то с середины, да, до конца июля. В августе уже, наверное, тут совсем мелко будет. Уже даже в конце июля будет мелко. После 20-х чисел уровень воды будет падать, и тут уже особо не до купания. Ага. Так что надо вот сейчас вот приходить, купаться. Ладно, все, заговорился я. Все, всем пока. Все. Хорошо, что стрим удалось провести. Всем пока.